Салам алейкум. Ва алейкум вассалам. Лоик, что с тобой? Ты такой худой, брат. Да, я уже что-то начал газовать по поводу весогонка. Я уже почти норм, да, брат? Маша Аллах. Когда у тебя весогонка? У меня это 22 утра. 9 часов 22. начинается до 11 часов утра, да, это. Кирус бистун. Или дагмайрус. Не, у нас 19 нуздахум. Чан кило дигам ондагай. 3 кило зиотарак. Ну, мехр малхи за это. Лоик, скажи, пожалуйста, кто рядом с тобой сейчас, кто помогает тебе в этом нелегком деле? Вот этот брат Фирдаус Старфан, он уже 2 недели со мной здесь, мы живем, вот у нас комната, видишь, как бардак. Маша Каждый Аллах. день, здесь, и здесь тренируемся тоже здесь. Есть там зал внизу, но из-за того, чтобы чуть прохладно, не спускаемся. Спускались несколько раз, но обычно тренируемся здесь. Слушай, а что за такие условия у вас там? Жесткие условия. Ты приехал. Я не В знаю, каком вообще состоянии? никого не впускает, и нас тоже не впускают выйти. Мы уже вот сколько уже дней, не знаю, 13 дней или там 12-13 дней уже мы здесь. Кошмар. Это типа карантин, да? Да, нас каждый день проверяют на COVID-тест каждый день. И, даже сотрудники сами не выходят из гостиницы, сотрудники ПФЛ, они тоже здесь, и они здесь ночуют, и здесь с нами, живут. Можно сказать, это как большой лагерь, вот тогда, не знаю, сколько Бункер. они места. Ну, не бункер, этот гостиница большой, это один из этих, как это называется, вот, один из больших, этот гостиница, вот это не Атлантик Сити, можно сказать, может, самый большой. Здесь поместили нас, здесь живем и тренируемся, и здесь бой будет, после боя потом отпустят нас. А какая обстановка там? Тебе можно на улицу выходить? Тебе можно с людьми общаться вообще? Что происходит там? Ну, я общаюсь, если кто внутри в гостинице, да. Мы полностью тоже не можем это использовать гостиницу. У нас есть там, где заканчивается наша, территория, мы не можем. Там охранники и стоят, нас не пускают. Там можно на улицу балкон, если здесь не балкон, такой этажчик, там как крыша вот так стоит сейчас. Можно выйти, но друг сказал, что можно только через сопровождающий, там выйдешь, чтобы потом казино не пошел или других кафешников не пошел. Они контролируют, да, все. А расскажи, пожалуйста, как турнир пройдет? Со зрителями или без зрителей? Не, как это, если нас не пускают никуда, как пускают зрителей? Если была бы вот так. Нас, говорю же, вот, допустим, ребята, когда приносят что-нибудь, да, они передают через сотрудников. Нас Лоих, просто... подожди, пожалуйста. Кто-то у тебя там эфир включил, скажи, чтобы выключили, потому что твой голос эхо дает. Фердаус, по-моему, Фердаус включил эфир, да? Нету. Не, у меня, может, из-за наушника. А, Сейчас, подожди, я уберу. Вот нормально стало. да, нормально стало. Вот мне Наушник. опять эхо появилось. Из-за громкости, я не знаю, если у него ничего не там... Нету ничего, Блин. никто ничего не включил, я не знаю почему. Вот только что мы с тобой общались, нормально было все, четко было. Сейчас я другой наушник подключу. Так. Не, вот только что мы же общались, почти Вот 10 минут нормально. общаемся, нормально. Это может у тебя? Не у меня. Не, у меня ничего нету. Он вообще ничего не включил, ничего, только у меня вот так. Вот теперь стало хорошо, вот теперь нормально. И что, без зрителей, да, будет турнир? Ну, здесь почти все бои так же проходят в Америке. Только начинали разрешать в некоторых штатах. Блин, так плохо.
Я бы хотел, чтобы наши земляки, их в Америке очень много, я хотел, чтобы они пришли, топили за тебя, прям заполнили арену. Ну, когда разрешат, тогда и придут. Иншаллах. Пока все мы можем делать дуа, братья, за Лоихта, как раз таки священный месяц. Все делайте дуа, иншаллах. Спасибо. Как твой настрой, Луих? Помнишь, год и месяц назад мы с тобой записали интервью в Душанбе, и ты сказал, что я больше мотивирован, я больше заряжен, я хочу теперь больше делать. Вот этот вот накал есть внутри тебя, она горит сейчас. Ну, конечно, есть все это, но я думаю, любой боец это понимает во время весогонка. Его мотивирует только пища, да, и все, вот, а после вот, ты думаешь только, когда уже закончится вот эта весогонка. Ну, еще сколько уже я не дрался, 1,5 года почти не дрался, тоже это, знаешь, когда ты не дерешься, тоже чуток, да, нехорошо. Да. Вот 1,5 года не дрался, ты, брат, как ты думаешь, примерно вот как твой организм идет весогонка, ты же тренируешься там 3-4 раунда, 5 раундов, ты же ощущаешь вот это все. Как ты сам думаешь, какое ощущение дает твой организм? Ну, и этот раз у меня хорошо получилось по поводу весогонки, потому что я не знаю, что-то, ну, я с легкости, короче, ну, в последний момент я тоже, кроме финала, у меня тяжело пришлось делать вес, но обычно нормально делаю. Вот этот раз тоже один из легких такой весогонок получилось, потому что я почти в весе, еще у меня есть 2-3 дня. Ну, не знаю, надо в бою, да, мы же на тренировках иногда не вкладываем на 100%. Машаллах. Лоик, помнишь твой последний бой? Мы все, вся республика помнит, да что республика, весь мир смотрел твой бой в финале. Скажи, пожалуйста, главная вот причина, по которой ты проиграл, лично это я думаю, так, это травма твоей ноги. Именно вот лоу-кики вот по твоей ноге, она и подвела тебя. А так я считаю, что если бы не это, ты бы точно бы забрал бы, ты бы сейчас был бы с титулом. Как твоя нога на данный момент? Ну, нога, альхамдулилля, все хорошо, не болит, у меня нету такого. А так, как тебе сказать? Ну, это заслуги тоже соперника, что добивает в одном месте и до последнего, чтобы пробил, да. Вот. Но я бы хотел сразу реваншировать. Я не знаю, я встретился с ним на танцам, тоже здесь, все бойцы, мы здесь в одном месте находимся. Я бы, конечно, хотел сразу реваншировать, если была бы возможность, я бы сразу после этого боя хотел с ним, да. Но пока надо думать об этом, как пройдет этот бой. А вот если, допустим, вот ты сейчас подерешься с этим соперником, он американец, да, кстати? Нет, он не американец, он не знаю, он откуда, у него флаг какой-то, Уругвай или что-то такое, но он в Канаде жил, я не знаю. Что ты знаешь о нем? Я не знаю, что у него большой багаж, любительский опыт по тэквондо. Еще по ММА тоже у него любительские рекорды большие, потому что он, ну, не смотрел, так статистику смотрел. Ну, еще не побежденный, да, такой. Ты изучал же, да, его правильно? Он дрался в больших лигах, он дрался с громкими именами. Нет, он не дрался, у него нету такого, но как это тебе сказать? Ну, он знает, если он принял бой, если он подписал, то он знает, что с чем имеет дело, он, значит, готов, раз на такой шаг пошел. Поэтому будем аккуратно подбираться и делать свою работу, да. Машаллах.
Лоих, расскажи, пожалуйста, о своей подготовке. Вот ты где готовился последние 5 месяцев? Как ты жил? Я потому что смотрел передачи Дмитрия Смолякова, моего друга. Вот было очень интересно на самом деле. Даже репостнул у себя в Инстаграме. Расскажи о своей подготовке. Но, как тебе сказать, а, подготовка проходила этот сильный эхо, да? Из-за чего даже Не, я не, сам не знаю. У меня эха нету, сильно, брат. У меня эха нету. понял. Вот сейчас Короче, я комментарии включи, сейчас послушаем, люди что скажут. Если будет эхо, напишите, братья, там, если какое-то эхо, личный голос, напишите, пожалуйста. Вот у меня все нормально. Давай пока продолжим. проходил в этот центр ДММ во Флориде. Ну, там я тренировался, да, там устроился, там, ну, все это время там я был, и там тренировался. Мгм. Партнеры были очень хорошие, много, но я мечтаю, чтобы собрать команду, да, здесь. Мгм. Какую команду хочешь собрать? Ну, команду мне бы хватило бы 3-4 человека, которые мы все поддерживаем друг вот эти моменты, чтобы когда вот в таких местах закроют нас, чтобы Мгм. мы помогли друг другу, да, вот так и, ну, вот так, ничего такого больше я Мгм. не представляю, пока просто, чтобы были Мгм. несколько бойцов нормальные и верные, чтобы помогли друг другу, чтобы не были крысы, чтобы не завидовали и, ну, такие вещи, чтобы не было, да, чтобы чисто от души, да. Мгм. Кто будет у тебя, вообще кто будет секундировать тебя, брат, во время боя? Ну, мы это, с тренером, тренер не сможет прийти, потому что у него другой бой. Минус в нашем зале это что проблема в том, что у них очень много бойцов, и они даже не Мгм. успевают. Титульный бой у них, короче, из-за этого титульный бой в NFC, он поедет туда, поэтому не, смо- не сможет, короче, быть в моем углу. И этот, как сказать, Люди говорят, что есть немножко эхо, но у меня все нормально. Голос у меня нормально, брат, слышно. Я тебя очень хорошо не, слышу, поэтому запись я вот, сохраню, и все нормально послушают тебя. короче, тренера не будет, будет один грузинец боец ММА и наш знакомый, и вот Фирдаус будет. И еще никто, хотели из Германии прийти, но не дали разрешение в связи с карантином, да, короче. Это очень, это очень такая проблема, что сейчас в данный момент Мгм. весь мир, короче, ощущает. Блин, ты знаешь, кого тебя не хватает там в Америке? Мне кажется, Шарапова Ладмуродова. Он до такой степени четко секундирует. Я про то, как он секундирует, я еще сниму небольшой фильм, брат. Он все, что он говорит, все проходит, брат. Вот такой человек, мне кажется, должен быть рядом с тобой. Ну да, может быть, я не знаю, но может, если мы вместе тренировались, изучали мои сильные и слабые стороны, потом использовали мои стороны, соответственно, изучали. Так, да, если человек разбирается, то да, Вот тут гумш sayılıyor. ну, я не знаю, за что того. А вот Берхамов, Физиев, где они? Они же были с тобой, тренировались. Почему они не будут тебя секундировать? Берхам пошел домой, отменился же бой из-за гонки. А, а по подготовке, кто согласится на 2 недели больше, ну, на 17 дней, чтобы жить в отеле, ничего не делать. У них своя же тоже, там, понимаю.
Мгм. Расскажи, пожалуйста, брат, все-таки кто тебя будет точно секундировать в этот день? Один наш знакомый грузинец и Фирдаус. И Фирдаус, машаллах. Из тренерского штаба никто, да, получается? Нет, здесь просто придешь, допустим, да, Мгм. пригласить, здесь держит в комнате 2 дня закроют, потом я Мгм. не стал назвать их, потому что отель тогда. Ну, этот раз как-нибудь это сделаем. Я обязательно раз этот, который есть старший с собой. Машаллах. Расскажи, пожалуйста, как там твоя семья, брат? Я помню, твоя семья по тебе тоже скучает, твоя мама тоже переживает. Как они там? Они тебе звонят, ты с ними созваниваешься? Ну да, общаемся, но честно, редко общаюсь, потому что сейчас занимаем весогонка и настраиваюсь только на бой. Потому что когда звонишь, только вот эти негативы, что-то такое, не такое. Поэтому ты же понимаешь, что это наоборот, это сделает, как называется. Ну, настрой гумики, да, настрой потом. Понятно, брат. У меня вот два вопроса сразу возникает. Первый вопрос, с какой музыкой ты выйдешь? И второй вопрос от подписчиков. План на бой. Ну, план на бой, первый вопрос, музыка, я не поменял ничего, там стоит так, как стал, так стоит до сих пор, я ничего не поменял, потому что, ну, во-первых, этот, не было никакого такого, на вторых я даже не обращал внимания вообще на это, на таких темах. И по поводу план на бой, ну, не знаю, я даже сам не знаю, я выхожу просто вот зависит от этого исход боя, да. Если у меня получаться будут стойки, если у меня получаться будут Мгм. в партере, то в партере буду работать. Поэтому я не знаю, короче. План, чтобы выиграть, да, вот так. Иншаллах. Отношение ПФЛ, она какое к тебе? Потому что я помню в твоем последнем посту к тебе прям отношение от ПФЛ было мощное. Вот расскажи про их отношение к тебе. Ну, у них хорошее отношение ко мне, но по-любому же они американцы, это что ты не забыл. И еще я не владею английским языком, им наоборот выгодно, чтобы ты был американцем и общался на английском, чтобы тебя любили англичан, ну, американская публика, да, вот. Ну да. Ну, я же не стою на месте, поэтому я не учу, конечно, но надо учиться, и чуть-чуть я в зале уже разговариваю, я не знаю, мне пацаны в залах хваливают, что у тебя хороший уже английский, ну, типа, ты уже начинаешь общаться, хотя я даже не знаю, как общаюсь там. Ну, стараюсь, я думаю, если так пойдет, если я чуть заставлю себя учиться, то, иншалла, я выучу это в течение год-полтора. Я не знаю, если я так буду в Америке, да. Нашел. Тебе нужно обязательно потянуть английский язык, потому что ты сам знаешь, что это тебе нужно. Ну да, Тот как раз таки тоже был в Америке же 5-6 месяцев уже. Сколько? Да, 5-6 месяцев, да, по-моему? да, такое время. Тут вот опять люди спрашивают, сколько килограммов сейчас вас гонять. Только что Лои сам сказал, что пару килограммов, да? Пару или 3 килограмма, да, ты сказал? Ну, 3 с лишним. Ну, у меня вода есть, если я сейчас буду пить, вот, мне надо еще вот таких, сколько бутылок? Где-то минимум 5 бутылок надо. Вот я одну выпью, мне надо еще 4 выпить. Если я выпью 4, полтора, у меня выпьется там, не знаю, 7, 6, 7 или вот так 8. Ну, 6-7 поднимется, да, вот больше. Потому что каждый раз Мгм. в туалет хочется бежать. И Короче, часто, воды гоняй. да, водой это хорошо помогает. Это лучший такой способ, чтобы убрать Потом, вес.
Мгм. Потом последние 2 дня, по-моему, ты или последний день ты вообще воду не пьешь, да? Но я намеряюсь, чтобы вот 21 числа вообще утром, когда проснусь, ну, так можно какой-то глоток такой, но не буду пить воду, да, полностью без воды, потому что у меня остается сколько остается, ровно сутки остается до вечера, поэтому даже меньше буду пить и буду вот это воду, которую я сейчас пью, который организм как это преусваивает, как это вот это гонять, да, оставляет, чтобы легче было. Холод без вода. Что говоришь? Последние слова. Я же говорю, вот это сейчас за ним уже пьешь много воды, из-за этого последний день не буду пить, и организм, ну, типа, держит запас воду, чтобы тепло не потому что без воды она вообще не может. Если Мгм. ты даже 100 грамм с трудом будешь гонять, если у тебя в организме нет воды. Мгм. Да, 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 да. Методика самая известная, да, брат, я знаю. Лоих, расскажи, пожалуйста, насчет контракта твоего. Контракт какой у тебя там? Только на один гран-при? Ну, да, знаешь, как это, если я сейчас, да, если я выиграю, на второй пойду. Если я туда проиграю, на второй пойду. Да, пойду. А если второй проиграешь, наверное, вылетишь. Или если еще будет там возможность, если кто-то не может вместо него выйти. Ну, у них Мгм. такой вот пацан приехал, 77 килограмм, UFC чемпион. Я не знаю его, как зовут, Магомед зовут. Он приехал, Магомед Умалатов. да, приехал секундировать Ахмеда Алиева, а 77 килограмм какой-то боец не смог прилететь, сразу его подписали на его место. Он приехал секундировать, а ему дали контракт, потому что он нужен пополнять карту. Вот Да. он сейчас готов, я не знаю, может он этот, может он, если сделает 200, то выйдет. Ну, вот так получается, да. Сейчас карантин, сейчас бойцов тоже мало и просто в Америке, да, мало, которые свободные. А из других Мгм. стран привести очень проблематично и такое. Да, это точно, брат. Это точно. Лоих, расскажи, пожалуйста, кроме тебя, вот ты не в курсе, еще таджики будут выступать в Лиге ПФЛ? У кого есть шанс туда попасть? Как ты сам думаешь? Ну, если были бы виза, то многие бы мог бы попасть сюда, были бы виза. Просто проблема с визой, чтобы есть бойцы, которые, ну, организации тоже не хотят кого-то там кому-то сделать визу. Чисто если здесь были бы, кто был бы, да, можно сказать, сказали бы, вот то же самое, вот этот парень есть, подписал Мгм. контракт. Мы вместо Ну него, да. допустим, или хороших предлагаешь, они посмотрят, увидят хороший проект, уже сразу подписали. Если нормально, то тем более наша наши болельщики это подтвердили, что мы болеем за наших, им тоже, по-моему, выгодно Мгм. подписать. Пошел. Пошел. Ясно. Тут вот спрашивают, Лоих Рузадори, Руза Грифтаги, Грифтагинеси. Но я несколько не под рузак омадым ки нафр омад. Баъд набояд 2 рӯз бо хӯрдум дигар наши барои ки бояд ов бихӯрам Да. натонистам ов бахша ки хӯрдум рӯзаро барое ки ов нахӯрӣ бе ов мast карда наметонӣ. Да, да, брат, все правильно, брат. После Рамадана ты можешь дополнительно А взять, брат. Там нету ничего если у такого. меня были бы условия ну, условия были бы другие, да, если я бы дома, я бы держал бы ночью, сделал бы что-нибудь такое, питание себе, но здесь не смог, короче. بچه‌هایی که هست اینجا بچه‌های دبستان پیام رفتن چه مقصد و گفتن نمیشه و خیلی کم بگیر الحمدلله چند روز بودم دیدم که نفر اومد Мгм.
правильно сделал все, брат. Все ты правильно сделал. Лоирджон, смотри, в любом случае тебя не очень хорошо слышно, но я просто скажу своими словами от лица всего таджикского народа. Ты знаешь, брат, как мы за тебя болеем, как мы за тебя переживаем. Вот, и мы все считаем тебя лучшим таджикским бойцом, вот, вне зависимого от весовых категорий. И ты знаешь лучше нас, как тебе дальше выступать, как тебе выступать в этом гран-при, брат. Просто делай, как ты все сам умеешь. Иншалла, я постараюсь выиграть, обрадовать себя и вас. Мы просто Хорошо, тебе сделаем дуа. баракаллах всем, джазакаллах хайм. Спасибо, что ну, обменяли, короче, вопросами. Приятно, конечно. Хорошо, тогда я пойду что-то отдохну и что-то дела сделаю. И, иншалла, потом после боя вот еще так пообщаемся. Иншаллах. Иншаллах, обязательно. Вот, еще на днях тоже после весогонки, Худохуат, если будет время и желание, тоже с тобой сделаем эфир. И спасибо отдельно нашему брату из Татфана, Фирдавс, который там с тобой сидит. Он красавчик, тоже большую работу делает. Да, он Обнимаю, Фирдавс. серьезно помогает, да, потому что эти дни очень тяжелые, тем более мы обсуждали, допустим, когда в России какой-то боец гоняет, его окружает, там, знаешь, несколько десятков людей, кто-то, а здесь я сам, и он не знает, что делать иногда, понимаешь, он тоже профессиональный спортсмен, вот так, короче, ну, как мы уже нашли выход от этой ситуации, мы сделали все, вот чуть еще остался. Иншаллах, иншаллах. Красавцы, братья, давайте, удачи вам. Давай, братья, ассаламу алейкум. Давай, салам алейкум.